В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Питтсбург победил Тампу-Бэй со счетом 4-2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин набрал 2 очка, сделав 2 результативные передачи. В составе победителей шайбы забросили Райли Шихен, Фил Кессел, Сидни Кросби и Крис Летанг. У гостей отличились Джей Ти Миллер и Стивен Стемкас. Питтсбург занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 50 играх. Тампа лидирует с 76 очками в 50 матчах. В следующей встрече Питтсбург 2 февраля примет Оттаву. Тампа в этот же день в гостях сыграет с Нью-Йорк Айлендерс. Барселона на своем поле одержала победу над Севильей со счетом 6-1 во втором матче четвертьфинала противостояния Кубка Испании по футболу. Первый матч завершился со счетом 2-0 в пользу Севильи. В составе победителей забитыми мячами отметились Филиппе Каутиньо, Иван Ракитич, Серджи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси. У проигравших единственный гол на счету Гильерме Араны. На 27-й минуте не смог реализовать пенальти полузащитник Севильи Эвер Банега. Барселона в 9-й раз подряд выходит в полуфинальную стадию Кубка Испании. 5 сезонов кряду каталонская команда играла в финале турнира, в котором неизменно одерживала победы последние 4 года. Соперник Барселоны по полуфинальной встрече Кубка Испании станет известен после проведения жеребьевки. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира женской теннисной ассоциации, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, и все из-за травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. В первом круге соревнований российская спортсменка обыграла австралийку Дарью Гаврилову. В среду Шарапова должна была встретиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая без борьбы вышла в четвертьфинал. Шарапова является 5-кратной победительницей турниров среди большого шлема. Всего в ее активе 39 побед в турнирах WTA. Им официально разрешается бегать в музеях детям, которые участвуют в новом образовательном проекте. Он стартовал в Музее спорта. Ребята не только изучили экспонаты, но и пообщались с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Викторией Комовой. Подробности в следующем материале. Для начала зарядка с чемпионом. Перед квестом ребят разогрела знаменитая гимнастка Виктория Комова. Опыт интересный, ведь многие из этих школьников тоже спортсмены. После упражнений двукратный серебряный призер Олимпийских игр пообщалась с ребятами и рассказала свою историю. Я так же, как и вы, росла в Воронеже, тренировалась у себя в зале, ходила в школу. Я сначала мама тренировалась, потом до 7 лет. Мы с мамой немножко не сошлись характерами по спорту, и она меня отдала другому тренеру. И с другим тренером в форме игры я начала более серьезно заниматься гимнастикой, это мне было 7 лет уже. Вика дала старт квесту. На такое эмоциональное начало и рассчитывали создатели проекта «В поисках истины» молодые учителя 30-й школы Мария Потылицына и Марина Селиверстова. Они договорились с музеями Крамского, Есенина, Диорамой, музеем спорта и музеем развития истории образования. Сотрудники каждого из них готовы запустить игру. У меня в руках паспорт путешественника, который участник получает в любом из музеев. С первого, с которого он решит начать, ему вручат паспорт. При предъявлении паспорта в музее участник получает вопросы. Отвечая на них, после завершения он отдает их обратно музейному работнику, и он ставит ему отметку в паспорте о посещении музея. Те, кто пройдет все 5 музеев и наберет большее количество баллов, встретятся в решающем онлайн-квесте и поборются за главный приз – путешествие, куда организаторы пока решают, но говорят, музеи там точно будут. Сахалин готов к приему участников и гостей первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом рассказала президенту Владимиру Путину вице-премьер Ольга Голодец в ходе совещания с членами правительства. Впервые в Южно-Сахалинске эти соревнования будут зимними, и они фактически открывают новую повестку дня для проведения детских спортивных соревнований. Ожидается, что участие в играх примут более 1300 спортсменов. Более 20 тысяч зрителей придут на спортивные сооружения Южно-Сахалинска. Все работы по подготовке к проведению масштабных спортивных мероприятий завершены. Для проживания и питания спортсменов, членов команд и гостей задействовано около 60 объектов. Полностью обеспечена готовность спортивной инфраструктуры. А юные якутские биатлонисты и лыжники уже прошли боевое крещение на Южно-Сахалинской трассе. В течение месяца они завершили в Южно-Сахалинске выступление на первенстве Дальневосточного федерального округа. Заместитель директора по учебно-спортивной работе Республиканской школы Олимпийского резерва прокомментировал готовность спортсменов следующим образом.
После будет 7-дневный перерыв, а затем уже стартуют «Дети Азии». Так что наши лыжники и биатлонисты опробовали трассу предстоящих международных зимних игр в боевых условиях и уже успели на них посоревноваться по-настоящему. Это даст нам некое преимущество перед другими командами, отметил Сергей Кадилин. И сейчас лидерами команды в лыжных гонках по итогам контрольных стартов являются спортсмены Илья Заворотных и Мария Стуканева. В биатлоне по результатам первенства Дальнего Востока высокие результаты показали Николай Максимов и Альбина Абсатарова. Напомним, 9 февраля в Южно-Сахалинске стартуют первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Участниками соревнований станут 28 команд из 20 стран, а Якутию представляют 80 юных спортсменов. Пловцы из Якутии отлично выступили на крупнейшем турнире Дальнего Востока, где собрались лучшие школы плавания практически со всех регионов Дальнего Востока и Сибири. Ребята соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров разными стилями плавания и в вольном стиле на самой протяженной дистанции 400 метров. За медали боролись юноши 11-12 лет и девушки 9-10 лет. Из 300 спортсменов, представляющих 10 регионов на соревнованиях, отличные результаты показали 24 юных пловца из Якутии. Особенно отличились воспитанники Мирнинской школы плавания. Они завоевали 8 медалей из 9 в активе сборной республики. Из них 2 медали серебряного достоинства и 6 бронзовых наград. Еще одну бронзу завоевала спортсменка из Якутии. Это были все новости спорта. Всего доброго.